Здравствуйте. Мне очень захотелось тоже сказать. Меня зовут Елена Андрианова, я писатель, я из Москвы, но уже 6 лет живу здесь, в Хакасии. Я многодетная мама, у меня 3 детей, и я объехала около 30 стран, поэтому могу вам сказать еще с точки зрения путешественника. Я хочу сказать, что Хакасия – это один из уникальнейших и прекраснейших регионов России. Когда я приехала сюда впервые 10 лет назад, я не ожидала вообще что-либо увидеть, что бывают такие красивые места. Я была до этого в Швейцарии, в Индонезии. Но я, когда увидела тропу предков, когда увидела степи хакасские, у меня просто слезы на глазах выступили от этой красоты. Я хочу сказать, что Хакасия обладает сейчас потрясающими ресурсами и потрясающими землями для развития экологического и сакрального туризма. Я считаю, что Хакасия гораздо более перспективнее и интереснее в этом плане, чем Алтай даже. И я бы очень хотела, чтобы вы, дорогие жители Хакасии, понимали это, на какой земле вы живете. Более того, хочу привлечь внимание к тому, что эта земля испокон веков, тысячелетиями сохранялась заповедной, неизменной, ее охраняли духи, ее охраняли менгиры древние. И я считаю, что задача каждого из нас сейчас не допустить, чтобы эти угольные разрезы изуродовали прекрасную заповедную землю. Хочу сказать, что сейчас экологическая ситуация на всей земле очень ужасная. То есть океан гибнет от пластика, умирают киты и дельфины. Захламляются прекраснейшие земли, уничтожаются леса. И все это вы видите, как сказывается на нашем здоровье. Мои дети очень здоровы, но этой зимой мы все болели, потому что невозможно дышать. Офис Аршановского разреза находится прямо в моем доме. Я каждый день вижу этих толстых мужчин в пиджаках, озабоченно курящих. Непонятно, чем они занимаются целый день, там деньги зарабатывают очень серьезно, очень заняты. Но я хочу сказать, что сейчас настало время нам всем менять наше сознание и учиться жить в балансе с природой, иначе в ближайшие буквально 10-20 лет мы можем уничтожить самих себя вместе с нашей природой. Я лично буду бороться вообще за Хакасию.